Ребят, всем привет, всем салам алейкум. Рад вас всех приветствовать на канале Демижан Про Такси, где я рассказываю все о работе в сфере такси. И сегодня у нас, ребят, 4-я серия экспериментов такси. Сегодня будем зарабатывать 30 тысяч тенге, но уже на 2 аккаунтах по 15 тысяч на каждой. Посмотрим, сколько же времени мне потребуется. Напоминаю, что в 3-й серии на одном аккаунте 30 тысяч тенге мне заработать потребовалось 12 часов. Если быть точнее, 12 часов и 9 минут. Намотал я 140 километров. И выполнил 31 поездку на одном аккаунте. Вот сегодня будем работать на 2 аккаунтах. На первом аккаунте, на своем аккаунте заработаю 15 тысяч тенге и посмотрим, сколько потребуется времени. Дальше переключусь на аккаунт своего друга. Нужно будет съездить к нему, пройти фотоконтроль. Либо, как во 2-й серии я вам показывал, зарегиваем его в другой парк дистанционно. Он там пройдет фотоконтроль удостоверения личности и водительских прав. Дальше я переключусь там, пройду фотоконтроль машины и СТС. И далее фотоконтроль личности у меня не потребует, пока не пройдет фотоконтроль удостоверения личности. Вот такая вот есть лазейка, как дистанционно можно выполнить, хотя бы полдня отработать. Приблизительно занимает от 8 часов. Я проверил, от 8 часов проходит проверка удостоверения личности. То есть паспортные данные проверяются более 8 часов. За 8 часов можно дистанционно на чужом аккаунте проработать. Вот так вот. Ну что, ребят, начинаем. Время 07:07. Загадываем желание. И я загадаю хоть... Блин, за 9 часов хочу выполнить, заработать 30 тысяч тенге. Я не знаю, может 10 часов, либо 11 часов потребуется. Ну, посмотрим. Это, ребят, эксперимент. Еще раз я вам повторяюсь. Так, обнуляю мотовремя. Вот 0. Обнуляю 4 градуса за бортом, ребят. Обнуляю поездку, 0 километраж. Так, и здесь вот 7:08 уже показывает. Так. Вот так вот. Выходим на линию. На линию. Геозона у нас есть 1,5 штуки. Со скольки? 7:20. Через 12 минут начнется геозона, ребят. Вот, если не видно, вот. Ладно, ждем, ребят. Заказик вышли на линию. И опять, как по традиции, ребята, заказик с попутчиком. Прям с утречка, когда горят кэфы. На Имамбаева на правый берег поедем. Приняли, ребят. Повторяю, что работаю, ребят, даже без потери активности. Если будет падать заказ, будем принимать, так как это эксперимент, ребят. Но если нужно, по идее, нужно работать грамотно, выходить с линии, принимать рентабельные заказы, отсеивать невыгодные заказы, чтобы повысить свой заработок. Но сегодня, ребята, экспериментируем. А вот представьте, если бы, бля, вот эта вот машинка, вот Toyota вот проехала, 40-ка, прям... Короче, нехороший человек, редиска. Да. А если вот представьте, если на 2 аккаунтах работать, ну еще и грамотно, отсеивать нерентабельные заказы, работать грамотнее, я думаю, то, что заработать определенную сумму, которую вы нацелились, будет быстрее. Вот так вот. Ну что, посмотрим, что с этого выйдет. Смотрите ролик до конца, ставьте лайк, это меня мотивирует делать подобный контент. Я думаю, будет сегодня интересно. И посмотрим же, сколько мне потребуется времени. Ребят, 17 минут в пути, попутчик по дороге не попался, 1140 тенге. Вот такой вот тариф, ребята, самый невыгодный. Так, мне куда, в обратную сторону или... Так, впереди у меня Кенесары. Да, мне здесь нужно развернуться, ребята. Вот такие вот делишки, ребят. Следующий заказ с КФМ плюс 300 я принял. 13 минут в пути, завершаю заказик, и сумма 1400. И у нас нету заказа. Здесь кафе не горят. 15 минут в пути, завершая заказик. С кирпичного района приехал. Ребят, если бы, как сказать, не эксперимент, я бы по таким адресам даже и не ездил бы. С утречка весь город объезжаю, с района на район. Я так обычно не работаю, ребят. Я работаю у себя на райончике, принимаю рентабельные заказы, отсеиваю и рентабельные заказы. Какой заказ? Тот заказ отменился, принимаю. И хорошо, что я знаю адрес, вижу, что Кичудина, и повернул направо. Вот, а там по навигатору к тому заказу я ехал, нужно было повернуть налево на светофоре. И он так резко отменился прямо на светофоре. Я успел сориентироваться, успел как-то отреагировать и повернул направо. Ну, знал, что адрес на Кичудина, нужно направо. Вот так вот. Нужно выходить с линии, ребята, чтобы вот так вот не попасться. Понимаете, отменять заказ, и раз тебе, и следом другой заказ. Не успеешь там одуплить. Вот еще один минус работы по цепочке. Вот, как говорится, ребята, учитесь на чужих ошибках. Видите, есть минусы заказов по цепочке, и нужно уходить с линии, когда вы работаете. И так вы будете работать грамотно, и вы повысите свой заработок. Можно так вот
такие вот промежуточные выводы сделать по моим, по первой и второй серии, ребята, где, например, заработок 20 тысяч на одном аккаунте, у меня в среднем получилось 2,5 в час, и это 20 тысяч заработок. 8 часов на двух аккаунтах я проработал 7 часов, чтобы заработать 20 тысяч. На час раньше я закончил, ребята. И смотрите, и все равно я как бы надеялся на алгоритмы Яндекса, только принимал все заказы. Вот. А если все брать в совокупности, то есть методы работы, методы грамотной работы, это у нас выходить с линии в первую очередь, потом отсеивать нерентабельные заказы, когда вам поступают, это используя режим самолета, вот, пропускать заказы, там, если активность позволяет, статус позволяет, тоже пропускать заказы, вот, отсеивание это. Ну и третье, если работать на двух аккаунтах, то можно побороть усреднение среднего заработка Яндекса. Я думаю, эксперимент будет положительный, то, что какой я результат ожидаю, он такой и будет, ребята. Вот, напоминаю, что 7-я серия будет, ребят, 7-я серия будет, где я буду использовать вот эти вот все методы работы на двух аккаунтах и отсеивания нерентабельных заказов и уходить с линии. И там, наверное, будет вообще ошалевший, бешеный результат. Вот. Так что, кто не подписан, подписывайтесь на канал, следите за серией роликов. Вот такой вот небольшой челлендж. Ну и еще одну серию, наверное, сниму. Уже будем опираться не на то, что на определенную сумму заработка, а на количество времени. Отработаем 5 часов на одном аккаунте, 5 часов на другом аккаунте, сравним заработок, какой будет 10-часовая смена. Ну и, соответственно, будет на одном аккаунте 10-часовая смена. Вот 2 смены тоже сравним. Это получается еще 2 серии. 8-я и 9-я серия. 9 серий челленджа, ребята. Вот так вот еду ко второму заказу. Смотрите, час прошел ровно, и заработал я чистыми 2 906 тенге. В среднем час 2 900, но все равно на это надеяться не надо, потому что Яндекс будет усреднять наш средний заработок, к примеру, приблизительно от 2 до 3 тысяч в час. Будет ли у меня заработок 4 тысячи тенге в час, будет известно в конце этого челленджа, ребят. Так что не пропускайте все серии. Ребят, 11 минут в пути, сами видели, по цепочке с кэфом плюс 200 упал мне заказ. Сейфулина 50 с чем-то, сейчас Сейфулина 56 дроп 1, Дос Отпаева 16 дроп 2. Спайс Фитнес едем. О, кого-то на тренировку везем. Молодец, пассажир следующему занимается спортом. Счастливо, хороших тренировок. До свидания. Завершаем заказик, 10 минут в пути, сумма 1060 тенге, ребят. И следующий у меня заказик по цепочке. Непонятно, куда поедем, ребят. Ребят, 6,5 минут в пути, завершая заказик, сумма 910 тенге, ребят. И заказ у меня был по цепочке с кэфом 450, его отменили. Вот так вот люди не хотят ждать. Вот такой вот кэф 450, вот такой вот заказик. Стокпанова 22 на Петрова 24. Тоже коротышок с кэфом 450, но его отменили, ребят. Вот так вот, ждем следующий заказ. И здесь у нас геозона 1200 рядом горит. Ну, пока заказ не упал, давайте потихоньку к этой геозоне проедемся. Ваш баланс поднялся выше. Так, уйти с линии. И баланс смотрим 5200. Запросить деньги у парка, вывести всю сумму и отправить запрос. Хорошо. Вот так вот. Ребят, почему мне комментарии писали, почему ты просто как бы не увеличишь лимит и не нужно будет снимать деньги, чтобы без потому что я иногда работаю с наличкой, вот, делаю всякие эксперименты, либо вот работаю по наличке, вот, когда нужно, в основном иногда по выходным, ну и когда откатываю такие вот геозоны, откатываю чисто коротышами, вот, все заказы вот все это время здесь вот катаю, когда мне нужна наличка, и поэтому я лимит не меняю. 5000 для меня самый удобный лимит, ребят, и вам советую. Вот сейчас просто я катаю без нал, потому что принимаю все заказы, хоть как-то, блин, повозить адекватных людей же есть, потому что работаем в режиме пылесос, принимаем все заказы, даже которые без потери активности, вот так вот, их не пропускаем, а принимаем. Вот поэтому, ребят, вот так вот, что-то заказ не падает. Ну, ждем, ребят, ждем. Ребят, падает такой заказик, блин, принимай, и мне здесь направо нужно. А я вот по первой полосе стою.
пропустят ли меня, интересно, сейчас здесь, в таком потоке. А по-братски сзади Матис, ой, Матис пропускает. Спасибо тебе большое, от души душевно. Вот так вот пропустили меня. Едем, Каратышок, ребята. Ехал, долго заказы не падали. 3-4 километра, 9 минут по зеленке. Ну и в геозоне 1200 я принял этот заказ. Я как бы не старался в геозону, потому что частота эксперимента, где нахожусь, там и принимаю заказы. То есть вообще на линии нахожусь. Вот единственное то, что вышел с линии, чтобы быстро деньги вывести, обратно вышел на линию и ехал, куда глаза глядят, и поступил заказ. Ребятушки, 8 минут в пути, завершая заказик, и Яндекс нам доплатил 500 тенге. С клиента взял, с пассажира 700 тенге, 500 тенге мне доплатил, 1200 данный заказ. И у меня вот он, вот есть следующий заказик, ребята. И вот так вот я не смогу, когда я вот так вот здесь проезжал, видите, вот этот шлагбаум, он прям на замке стоял. Придется нам разворачиваться вот здесь вот, после моста, вот здесь вот нужно будет развернуться. Как нам показывает сейчас навигатор, мы не сможем так проехаться. Хорошо, что я ехал и увидел, сейчас бы 2-3 минуты свои потерял бы. Держатель упал, короче. Ладно, сейчас чуть позже его сделаю. 19 минут в пути, ребята, 19 минут в пути, завершаю заказик. И сумма 1040 тенге. И следующий у меня заказик здесь рядом по цепочке. Вот так вот. Нужно будет сейчас, если клиент будет долго выходить, не ждать на улице, надо будет обратно этот держатель сюда прикрепить. Елки-палки. Ладно, еду сейчас за рулем пока. Ребят, 10 минут в пути, завершаю заказик. И сумма 760 тенге. Ребята, 10 минут без заказа. Заказ не падает. Получается, так, 54 километра у меня, ребят. По времени я скажу сколько. 2 часа 50 минут. Ну, грубо говоря, 3 часа, скажите. Вот 3 часа поработал. 7500 разделить на 3 часа. Не такой уж хороший заработок, я так скажу вам. 7500 делим на 3 часа. 2500 час стандартно, ребят. Стандартно утром. Час пик, там небольшие кэфы. Вот так вот. Вот, нужно грамотно работать. Пылесосом много не заработаешь. Вот так вот. 2,5 в час. Ждем заказ. А Яндекс не дает заказы. Вот так вот еще раз напомню то, что на двух аккаунтах 20 тысяч, там по десятке во второй серии, и первая серия 20 тысяч на одном аккаунте. В среднем там получалось 2500, 8 часов я отработал, заработал 20 тысяч на одном аккаунте. В среднем в час получилось 2500. Еще раз вам напоминаю, ребят, может, я не помню с утра, я что именно говорил уже. Так, на следующий день откатал я по 10 тысяч, на каждом аккаунте заработал. В общем, 7 часов потребовалось мне. И получается в среднем в час заработок составил 2900, ребята. Вот. Вот так вот. Бывает в первые 3 часа, в первый час 3500 в час получается. Там первые в 3 часа, к примеру, средний заработок 3500 выходит. И вот такая вот фишка, я понял, ребята. Если, например, мы уже все поняли, да, вот промежуточные выводы, итоги, то, что есть усреднение среднего заработка. Если вы первые часы смены заработали выше среднего, это свыше 3000, дальше Яндекс будет вам не давать такие заказы, чтобы усреднить ваш средний заработок, и в общем ваша смена, чтобы составила в среднем 2500 тенге в час. Вот так вот. Ну если вы, ребята, прикиньте, вот 4 часа откатали, вышли вообще на 8-часовую смену. Первые 4 часа откатываете, смотрите свой заработок, делите, ну, высчитываете, и в среднем у вас в час 3500. Это получается 14 тысяч вы чистыми заработали, ну, помимо расходов на топливо и амортизации машины, то есть с вычетом комиссии Яндекса и парка. И вот 3500 в час выходит, это уже хороший результат. Смысл дальше катать, если у вас есть второй аккаунт, вы переключаетесь на... Вот у меня заказ. Переключаетесь на второй аккаунт и там откатываете оставшиеся 4 часа. Я так думаю, что такой заказик с промежуточными точками, да, вот смотрите, Яндекс мне дал на 9,8 километров, 28 минут поездка. И прикиньте, вот так вот, вот такой вот способ есть по увеличению вашего заработка, работая в Яндекс Такси, ребята. Это я вам сейчас на теории сказал. Ну, реально это так, ребят.
Вот, но проблема одна, где найти второй аккаунт, и сейчас есть фотоконтроль. Ребят, советую, когда вот фотоконтроль, не надо там фотографию, себя, мы похожи там с братом, мы похожи с отцом, себя фотографировать, тем более себя фотографировать. Яндекс заблокирует аккаунт вашего отца или брата и заблокирует ваш аккаунт, потому что он определил, что это вы, и находит ваш аккаунт в системе, и его тоже заблокирует. Так что с фотоконтролем, ребята, личности, шутки плохи. Надо реально тому человеку проходить на каком аккаунт. Вот так вот. Я не скажу, чтобы я здесь хитрю, мудрю, нет. На втором аккаунте своего товарища я буду проходить, ну, фотоконтроль личности, он будет проходить, я не буду. Завтра его вдруг заблокируют. Ну, как сказать, он-то, пока у него машины нету, ну, вообще, я вообще не туда, блин, завернул, ребята, вот. Ай, блин, ё-моё. Рано завернул, нужно было на светофоре направо повернуть, а я вот здесь. Вот, шутки плохи с фотоконтролем, ребят, никому не советую. Вообще это грубо нарушать такие правила сервиса, которые влечет блокировку со стороны службы безопасности. А это уже вечная блокировка, ребят. Никогда не разблокируйте такую вот блокировку. Какие-нибудь другие системную блокировку, там, либо сотрудниками Яндекса, когда бывает блокировка от жалоб пассажиров, там что-то можно сделать. Я не знаю, я не говорю конкретно, что разблокируют, но есть хоть какие-то либо шансы. Вот. Вот такие делишки, едем, работаем. Вот, да, я с утра уже проговаривал, сейчас осталось еще 8 тысяч заработать, 7,5 тысяч заработать, и будем переходить на второй аккаунт. Машину быстренько помою, я все-таки надо отбить, машину грязная. Вот, и вот такой вот перерывчик будет, и сразу же на втором аккаунте выходим. Я не знаю, если товарищ, мой друг, где-то в зоне досягаемости будет, я подъеду к нему, фотоконтроль пройду, потому что там уже, наверное, просят меня пройти фотоконтроль личности. Если он далеко, я ему с утра еще написал, сказал, чтобы он с собой водительские права и удостоверение с собой забрал и с собой носил, если он будет по городу сейчас по делам, вот, то тогда я его зарегистрирую сейчас в другой парк. И там, соответственно, будет требовать пройти фотоконтроль удостоверения личности и фотоконтроль водительского удостоверения, СТС, ну, машины, соответственно, вот такие вот. Но он пройдет только права и удостоверения. Потом я переключусь здесь дистанционно, в этот аккаунт зайду, и фотоконтроль машины пройду, СТС, и могу выходить на линию. Я в прошлом ролике проговаривал, потому что фотоконтроль личности у меня Яндекс не затребует, пока не пройдется фотоконтроль удостоверения личности, то есть паспортные данные пока не пройдут, а оно занимает более 8 часов уходит, бывает даже сутки. Вот, вторую серию, когда я работал, откатал смену, 10 тысяч заработал, мне фотоконтроль, я утром заходил, фотоконтроль еще не требовал, то есть уже ночь прошло, где-то более 14 часов, до сих пор фотоконтроль не требовал. Потом уже, сейчас уже, наверное, требует, потому что фотоконтроль удостоверения личности прошли проверку. Вот такая вот небольшая лазейка есть. Это я к чему во второй серии, в прошлом выпуске я рассказывал, как у меня такая идея пришла. Не идея, как это так получилось, как об этом я узнал. Это все чисто случайно, во время таких вот экспериментов. Вообще, для чего такое нужно было? Мне один раз подписчик обращался, помните, реферальная ссылка была: приведи друга, там, он если сделает столько-то заказов, получит столько-то денег. Вот он друга своего как бы зарегал, за него заказы делал, фотоконтроль он в зоне досягаемости был, проходил. И когда оставалось, ребята, одна поездка или две поездки до завершения цели по рефералке, а другу звонит, а он уже в другом городе, и так у него все зависло, ребят. Ну, ребят, завершая заказик. Эта женщина говорит: скажите, что такси. А вот это камрюки открыли. Либо пульт у них есть. Вот будка охраны. Ну, здесь за этим, за стойкой не видно. Вот. И следующий заказ мне поступил. 23 минуты в пути, завершая заказик. Блин, как все тесно, как здесь все плохо. За поездку. Заказ будет оплачен. Так, 1620 тенге, ребят. Убедитесь, что вы не оставили в автомобиле свои вещи. Для улучшения качества обслуживания поставьте нам оценку в И следующий 620 метров. А ехать нам 4,8 километров 12 минут по зеленке, ребят. Без коэффициента был заказик. Вот так вот. Ребят, 10 минут в пути, завершая заказик, сумма 850 тенге. И с кэфом плюс 100. С кэфом плюс 100 следующий у меня заказ. 500 метров подача. Поездка 1,1 километр, ребят. Каратышок. Ребят, завершил заказ. 3 минуты в пути. 2 минуты 50 секунд. 590 тенге, ребят. И следующий заказ у меня по цепочке. Нужно будет здесь развернуться. Что вы не оставили в автомобиле свои вещи. Для улучшения качества обслуживания поставьте нам оценку в приложении. Вот так вот развернулись. Ну-ка, как там он нам маршрут построит. Так, все правильно, все верно, едем.
Ребятушки, 3,5 минуты в пути, завершаю данный заказик. Коротышок 470. До этого был очень жирный заказ за 1830 тенге, ребят. Там 190 тенге было ожидание. Так, готово. И вот он мне заказик падает. А я переживал, что-то долго мне заказы не падали. По зеленке 2,4 километра подача. И коротышок. Коротышок. И ехал, работаем. Ребятушки, завершая заказ, вот эту вот девушку привез. Азия ДС. Падает по цепочке заказ. Опять коротышок. Яндекс мне дает коротыши. И по зеленке. Завершает данный заказик 720 тенге, ребят. И так, нам получается просто в обратную сторону проехаться и здесь подать машинку. Хороший заказик, ребят. Вот так, в пути. Как раз вот это вот парнишку привез в школу. Завершаю заказик, сумма 660 тенге. И следующий у меня заказик, адрес был Маяковского, Пожалуйста, убедитесь, микрорайон железнодорожный. На 40-ю поедем, 14 километров, 27 минут, ребят. Ты елки-палки. Вот так вот, Яндекс. Ну ничего, поедем, выполним этот заказик. И, наверное, смотря какая сумма будет, ребят, наверное, это крайний либо предпоследний заказик. 26 минут пути, завершаю заказик, ребята, и сумма 1940 тенге. И по цепочке с платной подачей у меня заказик, ребята, на 9,1 километр на 16 минут. И, скорее всего, меньше 6 часов у нас получится смена. Ребята, ухожу с линии, все, завершаем первую половину сегодняшней смены. Сколько часов я отработал, сейчас чуть-чуть осталось, узнаете. Ну и, в общем, до вечера. Так что смотрите до конца. Еще есть еще время. Еще 15 тысяч нужно будет заработать. Завершаю заказ. 14 минут в пути. Вот этого парня в камуфляже привез. Шиномонтажник, походу, да? Здесь у нас вагончики что? Либо... А нет, это не шиномонтажка, а вагончики простые. Здесь на промбазе. Так, завершаю заказ. И сумма 1520 тенге, ребята. Первая половина смены закончилась. Завершили. Сейчас будем звонить своему товарищу, открывать его аккаунт. Но нужно сполоснуть машину. Блин, я здесь, очень далеко от самомойки нахожусь. Сейчас в Тугисе поищу ближайшую самомойку, либо автомойку. Быстро. Уже стыдно на такой машине сейчас ездить. А она вся грязная. Все-таки самому неприятно. Нужно помыть машину и выйти на линию. А, что я еду? Нужно же зафиксировать километраж. Ребят, давайте, и время. Так, как мы видим, 5 часов 37 минут потребовалось мне, чтобы заработать, ребята, 15 621 тенге и выполнить 18 поездок и намотать 119 километров. Ребята, беру свой блокнот, записываю. Давайте даже посмотрим. Здесь у меня же есть прошлая смена, первая половина. Так. В прошлый раз 15 416 тенге за 6 часов и 7 минут. Получается, так, сколько у нас? 47 было, да? 5 часов 47 минут. 37 минут. Получается, на 30 минут закончили раньше, ребята. Вот, на сегодня. Но это, как сказать, такие заказы попадались, ребят. Такие заказы. Вот, Яндекс нам давал такие заказы, чтобы за такое время мы заработали. Получается, 15 621 за 5 часов 37 минут. 119 км, ребят. Вот, все записал. Вот, в общем, в прошлый раз 30 тысяч, вот вторая часть смены, 6 часов 2 минуты, 120 километров. В общем, 241 км, 12 часов 9 минут, 30 023 тенге. Вот сегодня даже на 200 тенге больше заработали. Вот. Дальше, видите, я дал мне заработать в среднем на прошлой смене 2569 тенге в час. Далее во второй смене на том же аккаунте он поддержал меня. То есть также 2,5 тенге в час средний заработок был. И в общем 12 часов получилось 30 тысяч тенге заработать. Сейчас выйдем на другом уже аккаунте, где будет заработок нулевой. На аккаунте моего друга. И там может быть, если будут хорошие кэфы, Яндекс нам даст в первое время заработать хорошенько. Потом начнет усреднять, либо может даже меньше выйдет, потому что усреднение среднего заработка, как в прошлый раз я говорил, работает в двух направлениях, в обратном и в обратном направлении тоже работает. Если меньше заработали среднего значения, Яндекс будет далее давать такие заказы, чтобы подогнать средний заработок. Вот так вот. Ладно, ребят, все зафиксировали, еду на самомойку. Уже другой телефон, здесь уже требует фотоконтроль селфи, ребят.
Вот так вот аккаунт моего друга. В прошлый раз, вот она, где 10-ку я заработал. В воскресенье было. Получается, на 2 аккаунтах работал. Отбился, ребят, здесь на Тлендиево. Как раз я подъехал без очереди. Но все равно, смотрите, ну как-то все-таки лучше, чем до этого было. Вот так вот, смотрите. Вот. Все равно, видите, если трапка не проходит, все равно остаются разводы. Ну, сейчас погода такая, сейчас проехаться буквально один заказ, и машина опять станет вот такая. Или было вот такая вот. Ну что, сейчас будем звонить товарищу, спрашивать, где он. Либо съездим к нему, если недалеко фотоконтроль пройдет, либо сейчас дистанционно, удаленно зарегаемся в другой парке, там откатаем для эксперимента. Что ты сейчас где? Надо пройти? Да, либо дистанционно сделаем, это в другой парк нужно будет зарегаться. Либо я к тебе могу подъехать, здесь ты просто селфи сделаешь. Не, давай, дистанционно сделаем, я с собой взял так. Все, хорошо, давай. Ага, все напишешь? Давай, напишу. Ребят, будем делать дистанционно. Видать, занят, далеко находится. Так, какие здесь парки у меня есть на этом номере? В какой же парк зарегаться? Короче, отправил в 5 парков. Один из них только ответил, столько времени. Короче, поддержка в парках не так уж, я так скажу. Ребят, нет, не буду говорить, все парки все хорошие. Но, ребят, я вам рекомендую парк, таксопарк Колеса Такси. Самый выгодный, надежный парк. Парк разыгрывает 2 электрокара. Условия простые, просто выполняйте 10 поездок в день, это 1 купон, 20-30 поездок можете выполнить заказов, это у вас 2-3 купона, свои купоны в приложении такси Колеса, вы можете следить за ними, участвуют все курьеры и водители такси. Еще эти же купоны участвуют в розыгрыше Жол Сандык, ваши купоны еженедельно парк дарит около 30 призов своим водителям и курьерам, так что регистрируйтесь, зарабатывайте деньги, копите купоны и все будет тип-топ. По данному номеру отправите документы и вас быстренько зарегистрируют, очень быстро зарегистрируют и дадут 5000 тенге бонусов. Вся подробная информация по этому номеру. Если вы новичок, только в первый раз вообще с Яндексом сталкиваетесь, к вам прикрепят менеджера, который будет сопровождать вас в процессе работы и подсказывать, пока вы не наберетесь опыта. Так что самый крутой, надежный парк. Есть много программ в парке, акции, плюшки, короче, просто супер бомба парк. Советую, просто попробуйте и останетесь в этом парке надолго, я уверен. Ребята, вот так вот. Все, меня зарегали. И что? Работать? Пойдем работать. Нет, вот, все, друг прошел. 472 639. Случайно выбрал, написал 5 парком. Вот, самый первый, кто меня зарегал. Вот, далее. Фотоконтроль документа на машину, пройти проверку. Вот так вот. Так. Все, сейчас там отъедем и пройдем. Так. Здесь меня просто сбоку все подперли, а там еще сбоку уже нужно будет машину сфотографировать. Вот, сейчас туда проедемся. Вот до сих пор на этой мойке сижу, ребят. Еще даже и не кушал, не перекусывал. Короче, все без остановки. Просто еще, знаете, ветер говорю, минусовая температура будет. Ох, блин, здесь-то выезд, да? А вот так вот сбоку сюда встану. Вот перед вот этой вот тележкой, смотрите, тележка стоит. Вот она, тележка стоит. С Магнума, наверное, или Смол здесь, в Рахмете. Так, свидетельство СТС. Так, СТС. Сейчас будет, как в прошлый раз мы поняли, интерфейс доставки здесь стоять. Вот. И тариф доставку не даст мне отключить. Здесь еще тестирование на курьера не прошло. Можно на этом аккаунте, пока не заблокируют, чуть-чуть чисто доставочку покатать. Вот. Так. Выходим на линию. По-любому нам сейчас по эконому даст заказик. Вышел на линию. И по дороге чуть позже можно будет отключить тариф доставочку. Сейчас он, видите, не дает отключить. Ну все, вышли на линию. Заработок у нас 0 тенге. Рейтинг 5, активность 100. Конечную точку видим, но статуса нету, ребят. Вот так вот. Начали.
Ну, еще то, что здесь новичок, здесь будут заказы такие, наверное, давать. Посмотрим, что да как будет. Подключал, и заказ падает. Так, Скунспекова 11 на 48. Дал нам коротышок по зеленке. Поверните направо. Так, и здесь нужно в настройках, настройки. Так, звуковая навигация. Отключить все. Интернет пускай останется. Вот. Все. Отключили. Так, настроим телефон. Все, понеслась. Первый заказ. Подача у нас 8 минут, 2,1 километр. Поездка сама меньше, чем подача. 1,6 километров, 8 минут, ребят. Поехали. Так, забыл все. Хорошо, что вспомнил. Мотовремя обнулили 0. Километраж обнулили 0. 7 километров мне потребовалось с последней точки доехать до Рахмета, чтобы помыть машину. Так, а здесь у нас, оказывается, не выезд, ребята. Я ехал, вот эту девушку привез в школу, видимо, учитель. Так, 6 минут в пути, завершая заказ, по цепочке заказа не было, потому что ищет по безналу. Здесь очень маленький приоритет. Вот, 600 сколько тенге было-то, я забыл. Сколько нам чистым? 520 тенге чистым, сейчас баланс пополнится и уже откроется наличка, ребята. Вот контент сейчас будет, наверное, да? Всякие пассажиры. Более-менее, по безналу более-менее, ребята, пассажиры, как сказать, меньше конфликта. Вот, когда работаете по безналу. Вот еще раз номер оставлю, таксопарка Колеса, ребят, подключайтесь. Вот, вам подключат с промокодом лимит на 5000, вам поставят лимит на 5000. И будет у вас, пока не превысится баланс, чисто безнал. Если у вас золото, платина и только тариф эконом, то я вам советую катать вот по безналу. Сами почувствуйте. Обстановка другая с пассажирами, честно, как будто тариф комфорт. Вот. Ждем заказа нету, первый заказ выполнили, 3 километра проехались, по времени где-то, ну, наверное, минут 15-20 прошло. Вот так вот, ждем следующий заказ. Да, еще я хотел рассказать про жол сандык, ребята. Жол сандык — это, как бы сказать, сундук, да, с перевода сандык, и жол — это дорога, то есть этот сундук будет кочевать по регионам Казахстана, ребята. И нам падает заказ, дальничок с кэфом плюс 100, 600 метров. Здесь я вот до Хабамбай-Батыра 43 поедем, это примерно Хайвилл, кажется, да. 500 метров подача, поездка сама у нас дворец единоборств, да-да-да, ну, возле Хайвилла, это Хайвилл 43А, я забыл. Так, вот, 7,1 километр, 23 минуты, ребят, ехала. Про жол сандык, вот, и он будет, получается, в каждый город кочевать, этот сундук с призами. Там очень много призов, все эти призы выбрали мы сами. Парк проводил опрос среди водителей и курьеров, какие призы, вот, все эти подарки выбраны. Уже в городе Алмата прошло, выбрали 30 участников. Как это все происходит, ребят, давайте я вам объясню. Каждый понедельник в прямом эфире рандомно выбираются для регионов 20 человек, для Алматы и Астаны 30 человек, то есть водители, такси и курьеры. Вот среди них выбираются их купоны, которые вы каждый день 10 поездок делаете, и это один купон. Свои купоны вы можете следить в приложении такси Колеса, в Play Market скачать, там авторизоваться по своему номеру, там ваш баланс, все, и вот эти вот купоны все отражаются. И эти купоны каждый понедельник выбирают. Вот. Для Алматы и Астаны 30 человек выбирают, для регионов по 20 человек выбирают. Потом в среду приглашают их в офис, этих людей, и там уже они сами себе с сундука, то есть сандыктан, себе вытаскивают призы. Очень хорошие призы, ребята, вот. Так что подключайтесь в парк Колеса, кто не работает. Особенно кто сейчас с Петропавловска. Сандык едет к вам. В понедельник выберут 20 участников с Петропавловска, и в среду их пригласят в офис. Сегодня четверг, ребят, этот ролик в пятницу выйдет. Вы сейчас смотрите, это пятница. Так что есть пятница, суббота и воскресенье. Делайте по 30 поездок, берите по 3 купона. Вдруг счастье, удача, фортуна улыбнется вам, ребят. Вот так вот. Я уже подъезжаю к заказику. Так что парк Колеса. Также эти же купоны, ребята, тоже участвуют. Все купоны, которые вы с этого периода начинаете собирать, они, все эти купоны не сгорают, когда вы жол сандык, если выиграли. Они также участвуют. В 22 марта выберут двоих счастливчиков, обладателей электрокара, ребят. Обязательно, если кто-то со Астаны будет или ближайший город, я обязательно у победителя возьму интервью, ребят. Вот так вот. Вот. Заказ был отменен. Да. Так. И мне по этому заказу 450 тенге компенсировали, так как это было по безналичному расчету. Вот такие вот делишки. И по зеленке другой заказ мне упал.
Ребят, 22 минуты в пути, завершаю заказик, и сумма, блин, меня не удивила. 1040 тенге по зеленке без кэфа. Ваш баланс поднялся, по цепочке заказов не было, приоритет здесь плюс 3. Ребята, все, при распределении заказов играет роль приоритет, рейтинг, год машины, рейтинг пассажира. До этого я вам все это рассказывал в предыдущем ролике. Вот, статус ваш, бронза, серебро, золото. Вот нам поступает такой заказик с дальней подачей. Ой, с ближней подачи 1 километр 3 минуты. Ну, поездка будет долгая. Да, Хабамбай-Батыра 14 километров 31 минуту. Вот так вот. Можем по объездной быстренько шах-шах доехать. Вот так вот, ребята. 10 километров уже намотал. Нахожусь на линии. Ох, ё-моё, как трясет. 53 минуты, ребята. Получается в час. Какой здесь заработок-то? 1666, я помню, да, вспомнил. Вот. Ну, вот так вот, короче. Ребят, 33 минуты в пути. 2090, ребят. Вот, 2090. Завершает этот заказик. Дали наличкой. И сумма 2090, да. Все верно. И у нас здесь по цепочке заказ опять дальняк, ребят, дальняк. Короче, вот с этого Салау нужно будет забрать. Воспользуюсь моментом, ребят. Хочу заправиться. Ребята, 24 минуты в пути. Вот этих вот двоих парней привез. Оплата по наличке. Перевели 1480 тенге, ребят. И скоро здесь загорится геозона. Во сколько она загорится? 17:40. А время 16:40. Через час, ребят. Через час. Ждем заказ, и заказы не падают, ребята. Тариф эконом, представьте, заказы не падают, потому что новичок, аккаунт новичка. 1/3, получается, почти что выполнили. Еще чуть-чуть осталось, ребятушки. Зеленка, ребята, зеленка. Вот такой средний заказик. Поехали. Ребята, 30 минут в пути, завершая заказик. 1100 тенге по наличке. И по цепочке у меня вот такой вот заказик. В пути завершил очередной заказик, и сумма 1010 тенге. Не смотрит на дорогу, не смотрит. Ребенок. 5 минут в пути, завершаю заказик. И сумма по безналу 5000, говорю, 510 тенге, ребят. Ребят, 25 минут в пути, пока здесь разворачиваюсь, елки-палки. 1490, ребят, по наличке оплатили. И следующий у меня заказик, я уже не помню. 21 минуту в пути, завершаю заказик. Блин, нормально, зато сумма хорошая. 2210, ребята. Наличка оплатили. И я хочу зайти что-нибудь купить, перекусить. И вот здесь вот сказали, есть магазинчик. Вот он. Кстати, он подъехал я вот к магазинчику. Ух, и что-нибудь покушать возьму. Голодный капец. Ребят, 29 минут, практически 30 минут в пути, 2030 тенге, ребята, за данный заказик. Пожалуйста, убедитесь, что вы... Так. Вот такой вот коротышок приняли, ребята, до ТВ-СДК поедем, вот напротив. Вот мечта, и там вот на главном входе точка стоит. Туда поедем. Там вот впереди можно развернуться. Ребят, 20 минут в пути, по идее 19 минут. Здесь просто долго камеру настраивал, туда-сюда. Устал, крайний заказ, давно вышел с линии. Вот как вы видите, 1170 тенге данный заказик. И мы завершили, ребята, эксперимент. Давайте, вот сейчас еду, зафиксируем все. Получается, потребовалось мне 5 часов 52 минуты. Вторая часть смены, минус 2 градуса за бортом. 95 километров, ребята, 95 километров я намотал. Сейчас все запишем. В общем, я вам все сейчас расскажу. Припаркуюсь. Ну что, ребят, завершили мы смену. Потребовалось мне выполнить 14 заказов. Сейчас я вам все покажу. Давайте сперва покажу. Ребят, вот время. Я, короче, почти что до дома доехал. Вот на Nomad Oil, на заправочку. С Кинесары 8, где я завершал последний заказ. Вот, как мы видим, 14 заказов, 15 059. Фотоконтроль до сих пор у меня фотоконтроль личности не запросил. Вот могу выходить, работать. 6 часов отработал, как сказать.
Вот такая вот лазейка есть, кстати, вот. И на своем аккаунте, вот, это аккаунт моего товарища, вот на своем аккаунте тоже вот 18 заказов, 15 600. Получается, 32 поездки мне потребовалось, а позавчера мне, чтобы 30 тысяч заработать, вот, у меня здесь записано, так, сейчас свет включу. Так, получается, 12 часов 09 минут мы вчера отработали, 241 километр намотали. Не вчера, а 30 тысяч 023 тенге нам смогли заработать. Получается, сейчас мы, ребята, так, где калькулятор, вот я посчитал, 30 тысяч, ну, на копейки там больше заработали, вот 30 тысяч 680 тенге заработали. Потребовалось нам 11 часов 29 минут. Получается, на 40 минут, ровно на 40 минут меньше мы отработали смену на 40 минут. И даже километраж на, получается, 35, 36, 37, на 37 километров меньше мы накатали. То есть сегодняшняя смена на двух аккаунтах хоть чуть-чуть, но, как сказать, выгодней. Не прям такой уж разница такая вот бешеная, я сказал бы, но если так присмотреться, ну, подсчитать, ну, чуть-чуть лучше результатик. Ну, не то, что я ожидал, ребята. Сейчас сделаем выводы. Вчера 31 поездка, сегодня на одну поездку мы больше выполнили. И сделаем выводы. Чтобы 30 тысяч заработать на двух аккаунтах, как сказать, такой способ неэффективно получилось, ребята, да, практически одно и то же. Вот такой вот я сделал вывод, можно было бы на одном аккаунте 30 тысяч за это время заработать. В среднем получается также 2500 тенге в час средний заработок. Вот. Яндекс усредняет. Вот это безоговорочно, то, что Яндекс усредняет наш средний заработок. Вы знаете, я сделал такой вывод, когда можно использовать. Получается, не каждый день нужно использовать второй аккаунт, ну, тем более каждый день там, если фотоконтроль затребует. Знаете, когда можно использовать? Я подумал, я до этого вам говорил, когда вот вы вышли работать, смотрите первые 4 часа, первые 3 часа, либо первые 6 часов смотрите, ваш средний заработок превышает 3000, там, к примеру, 3500 в час. И начинается зеленка, там вот это вот все, вы там бешеные кэфы поймали. Все, лучше не стоит работать. Не стоит работать. Либо перейти, когда загорятся кэфы, подождать, когда загорятся кэфы, и перейти на аккаунт, на второй аккаунт. И там также заработать в среднем в час свыше 3000. И тогда, получается, вы действительно побороли усреднение среднего заработка и в час в среднем заработали 3500. Вот так вот можно как-то грамотно поработать. У меня, наверное, как-нибудь получится так сделать. Как-нибудь в сменке, если получится, у меня так в первые часы больше 3500. У меня, кстати, есть на канале ролик, где я отработал 3500 тенге в час у меня выходило. Я просто не помню, скольки часовая там смена, но она есть. Я сюда обложку вставлю. Вот, найдите такой на канале ролик с такой обложкой в моих видосах, посмотрите его. Вот. Вот так вот. Либо в конце, в описании перейдите, внизу найдете. Вот. А отсюда, кто не смотрел первую, вторую и третью серии, сюда вставлю, плейлист вставлю, можете туда зайти, кто не смотрел, и посмотреть. Как вы думаете, целесообразно ли дальше 40 тысяч катать? Напишите, пожалуйста, комментарий. Завтра пятница, вы смотрите это в пятницу. Сейчас я смонтирую. Завтра оно выйдет на канале, вы его сейчас в пятницу, получается, в обед смотрите. Ну и оставьте комментарий, сделать буквально 3-4 комментария хватит, пару даже комментариев хватит, кто скажет, да, давай, делай, и меня это смотивирует, и суббота, воскресенье, получается, в субботу с утра в 6 утра выйду и буду катать, пока не заработаю 40 тысяч, потом в воскресенье выйду, 20 тысяч на одном аккаунте, втором на аккаунте своего друга еще раз 20 тысяч заработаю, и также сделаем сравнение, нужно ли 5-6 серию выпускать, вот, напишите, пожалуйста, комментарий, буквально 3-4 комментария хватит, кто скажет, давай, вперед, делай, и я сделаю. Вот так вот, ребят, всем спасибо, всем от души, вот такой вот прекрасный, замечательный ролик получился, всем пока-пока!